Актуальной в нашей республике по-прежнему остается тема платежной дисциплины граждан. К сожалению, среди жителей Ингушетии очень много недобросовестных плательщиков. Оплачивать счета за использование энергоресурсов предписано законом Российской Федерации. Судя по всему, некоторые абоненты забывают или игнорируют это очень простое правило рынка услуг. На борьбу со злостными должниками работники энергетической компании выходят в рейды. Сегодня представители МРСК побывали в Али-Юрте. Местом проведения очередного рейда сотрудников ингушского филиала МРСК Северного Кавказа было выбрано сельское поселение Али-Юрт. К неплательщикам они наведались в сопровождении представителей муниципалитета. Стоит отметить, что ранее энергетиками был введен режим ограничения электроэнергии для тех, кто не оплачивал счета в течение 3 месяцев или более. Сегодня мы проводим рейдовые мероприятия по сборам за потребленную электроэнергию, а также по отключениям от линии электросети. Такие мероприятия мы проводим ежедневно по всей республике, по всем населенным пунктам в соответствии с утвержденным планом графиком. Уведомления о предстоящих отключениях абоненты должны были получить за 30 дней до предстоящих мероприятий, причем под роспись, утверждают представители МРСК. Но многие жители улицы Орджоникидзевской отрицают это. Тем не менее, теперь они отключены от электросети. Правда, некоторые из потребителей согласились оплатить свой долг на месте. За один день сотрудниками ингушского филиала ПАО МРСК Северного Кавказа было собрано 13 тысяч рублей. Суммарный долг абонентов, проживающих только в этом населенном пункте с начала текущего года, составил почти 3 миллиона рублей. За 5 рабочих дней текущего месяца сборы по данному населенному пункту составили более 45 тысяч рублей. Хотелось бы очень просить жителей, чтобы они вовремя оплачивали, чтобы не было таких рейдовых мероприятий, чтобы каждый платил свои долги, чтобы долг у него не накапливался. Хотелось бы это сказать жителям. Представители компании-поставщика заверили, что рейды продолжатся, а глава сельской администрации призвал жителей вовремя погасить свои задолженности за свет. Ислам Холухоев, Ислам Хамхоев, Илья Скатиев, Вести Ингушетия.